Слово для открытия торжеств, посвященных празднованию 15-й годовщины Республики Ингушетия, предоставляется президенту Республики Ингушетия, генерал-лейтенанту, члену Государственного совета Российской Федерации Мураду Магомедовичу Зязикову. Дорогие соотечественники, уважаемые гости, Хамсыр Мягкой, Хамсыр Вежери, Ежери, сердечно поздравляю всех со знаменательным событием 15-летием образования Республики Ингушетия. История ингушского народа насчитывает не 100 лет. За это время в его жизни произошло немало славных событий. И, несомненно, значительным и важным из них являются те, что связаны с формированием государственности. В их ряду 4 июня 1992 года, день принятия Верховным Советом Российской Федерации закона об образовании Ингушской Республики в составе Российской Федерации, занимает особое место. Его появление стало возможным благодаря мудрости и терпению нашего народа, политической воле федерального центра. Этому историческому дню предшествовали многолетние неутомимые усилия лучших сынов и дочерей ингушского народа. Именно в это время начался современный этап строительства ингушской государственности, ее возрождения и развития. Сегодня имеют большое историческое значение для нашего народа в составной части Российской Федерации. Создание нового государственного образования стало не только значимой исторической вехой в жизни ингушского народа, но и убедительным подтверждением тому, что Россия избрала демократию как фундамент и цель своего развития, гарантирует всем народам, которые сегодня объединяют все народы России, равные права и свободы. Обретя широкие права и полномочия и ответственность, Ингушетия сегодня приумножает свое богатое историко-культурное и духовное наследие, свои самобытные традиции. Она генерирует общественные идеи и подходы, достойные вызовам 21 века. Исторический опыт учит нас, что наличие собственной государственности способствует всестороннему развитию народа, позволяет ему чувствовать себя полноценным субъектом среди других национальностей, не затеряться в мире глобалистики. Образование государственности ингушского народа прошло несколько этапов. Этот процесс был труден и неоднозначен. Были в нем и драматические страницы. Началом зарождения государственности ингушей явилось добровольное вхождение в состав российского государства. Это событие можно считать судьбоносным. Оглядываясь на прожитые годы, можно убежденно и честно сказать, предки ингушей были мудры в своем решении, определяя его историческую судьбу народа. Только в составе многонационального российского государства. Идея создания ингушской государственности многие годы развивалась лучшими умами, и велась лучшими умами наиболее образованных людей. Она толковалась как прогрессивная общенациональная идея. Первым государственным образованием ингушского народа стала Ингушская автономная область, созданная постановлением ЦИК СССР 7 июля 1924 года. Период существования автономии с 1924 по 1934 годы в истории Ингушетии знаменовались знаменательными достижениями в общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии. Серьезным испытанием для ингушского народа явилась депортация в Казахстан и Среднюю Азию. В феврале 1944 года, в то время как тысячи его представителей сражались на фронтах Великой Отечественной войны, защищая Родину от фашистских захватчиков. В результате сталинско-бериевского геноцида погибло более половины нашего народа. В своем развитии он был отброшен на десятки лет назад. Выжить физически, духовно было для нас в тот момент самой главной задачей. В тех нечеловеческих условиях ингуши смогли справиться с этим во многом благодаря бескорыстной помощи представителей советских народов, русских
казахов, киргизов, татар и представителей многих других народов. За 13 долгих лет пребывания на чужбине наш народ не пал духом, не растратил своих нравственных ценностей, сохранил язык, культуру, свои вековые обычаи и традиции. В феврале 1957 года Чечено-Ингушская ССР была восстановлена. Последним этапом трудного и тернистого пути ингушей к своей государственности явилось образование Республики Ингушетия в составе Российской Федерации. Становление Ингушетии проходило в период сложных общественно-политических преобразований на постсоветском пространстве. Практически республика создавалась на базе 3 аграрных районов с низким уровнем жизни, отсутствием развитой инфраструктуры, развалившейся экономикой. Ситуация существенно осложнялась наплывом большого числа беженцев и внутриперемещенных лиц из соседних республик Северного Кавказа. В отличие от других субъектов России, имеющих большой производственный потенциал, многолетний опыт государственного строительства, относительно стабильное социально-экономическое положение, мы должны были заложить заново прочную основу нашего будущего. Сегодня, пожалуй, самое важное, что удалось достичь за 15 лет, кардинально изменит отношение к республике и к народу. Все поняли, что с Ингушетией, с ее гражданами можно работать, им нужно доверять. Наладились хорошие деловые отношения с федеральным центром, с руководством Южного федерального округа, российскими регионами. Есть поддержка президента России, Федерального собрания правительства Российской Федерации. Позвольте мне выразить слова сердечной, искренней благодарности президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за искреннее, глубокое по смыслу поздравление в связи с 15-летием образованием Республики Ингушетия. Значительные динамичные преобразования, которые наблюдаются в республике в последние годы, свидетельствуют о правильности избранного пути и его перспективности. Они затронули практически все сферы. В республике активно ведется работа по реализации приоритетных национальных проектов. Интенсивно развивается строительная инфраструктура, вводится жилье и объекты социальной инфраструктуры. Большое внимание уделяется вопросам государственной поддержки материнства и детства, заботе о ветеранах и пожилых людях, подрастающим поколениям. Предметом нашего особого внимания является сфера образования, создание условий для творческого развития учащихся. Эти усилия дают свои положительные результаты. На протяжении последних лет школьники из Ингушетии становятся победителями во всех номинациях престижного международного форума «Одаренные дети», а спортсмены Ингушетии убедительно отстаивают на международных соревнованиях спортивную честь не только республику, но и Российской Федерации. Республика Ингушетия молодая не только как субъект Российской Федерации, но и по среднему возрасту ее жителей, который составляет 28,7 лет. Она занимает первое место по рождаемости в стране. Третье население – это дети. Поэтому создание необходимых условий для развития детей, охраны их здоровья – одна из самых главных задач. Открытие в текущем году Центра охраны материнства и детства, оснащенного самым современным оборудованием, важный шаг в реализации программы поддержки материнства и детства. Сила величия народа Ингушетии в его единстве. Веками на нашей земле жили и трудились бок о бок представители разных национальностей. Сегодня, продолжая эти славные традиции, обогащая их, мы прилагаем все усилия, чтобы идеи мира и согласия, уважения прав человека получили дальнейшее развитие, послужили прочной основой расцвета Республики Ингушетия. За сравнительно короткий период мы сумели создать такую модель государственности, когда в республике стало уютно жить и работать каждому ее гражданину, независимо от его национальной и конфессиональной принадлежности. Кто, веря в собственное благополучие, будущее своих детей, возвращается сегодня на свою малую родину Ингушетию. В рамках республиканской программы возвращения обустройства русскоязычного населения, ранее проживавшего на территории Республики Ингушетия на период до 2010 года, получившее одобрение президента России Владимира Владимировича Путина, заложенные меры позволят обустроить свыше 200 семей в ближайшее время. Опыт Республики Ингушетия современного российского региона по решению важных гуманитарных проблем получил признание ведущих международных организаций, Организации Объединенных Наций, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Европарламента, Международного Красного Креста. Растут и расширяются его международные связи.
среди наших партнеров, регионы, деловые круги, представители бизнес-сообществ Бельгии, Иордании, Германии, Италии, Китая, Белоруссии, Казахстана, Киргизстана и многих других стран. Ингушетия – член Ассамблеи Европейских регионов, что открывает перспективы для многостороннего международного сотрудничества, положительного влияния на повышение ее инвестиционного рейтинга. Таким образом, сегодня Ингушетия – это регион политической стабильности, экономического динамизма, инвестиционной привлекательности, межрегионального мира и согласия. Сделано немало, но впереди, скажем откровенно, еще больше работы. Она требует единства законодательной и исполнительной власти, государства и общества, конфессий и, главное, эффективной поддержки населения, доверия людей. Долг каждого из нас быть достойным гражданином страны и республики, своим трудом приумножать их богатство и могущество, эффективно продвигаться по пути социально-экономического и политического прогресса, международного признания. Дорогие соотечественники, Хамсер Мехкой, Хамсер Вежери, Ежери, все мы жители Ингушетии, старшее и младшее поколение, трудимся над тем, чтобы республика в самые ближайшие годы стала по-настоящему благополучной, более успешной, удобной для жизни, и эту задачу мы обязательно решим. Решим вместе с вами. В этот знаменательный и праздничный день искренне желаю вам, вашим семьям здоровья, счастья, мира, благополучия и всего самого доброго. Спасибо за ваш добросовестный и самоотверженный труд во имя процветания нашей родной Ингушетии. Искренняя благодарность нашим гостям за то, что разделили с нами радость праздника, знаменательного для всех народов Северного Кавказа, нашей страны, народа Ингушетии. Торжества по случаю празднования 15-й годовщины восстановления государственности народа Республики Ингушетия объявляю открытыми.